Задумываясь о том, что такое семья, у меня возникает множество ассоциаций. Это любовь, это взаимовыручка, поддержка, дружба, уважение. Это, конечно же, мои муж и дети, мои родители, мои бабушки и дедушки. Но в то же время у меня, как у взрослого человека, возникают ассоциации обид, каких-то бытовых проблем, ссор, ругани. Вы знаете, чему я научилась у своих детей? Я научилась у них искренности, чистоте. Они любят искренней и чистой любовью. Она безусловна. И сегодня я, Евгения, в своей передаче «Мама в Кубе» приглашаю вас посетить детишек детского сада и узнать их мнение о том, что такое семья. Детки, а что вы рисуете? Семью. Семью рисуете? А кто мне скажет, что такое семья? Семья – это всегда к тебе любят, ухаживают, это где тебя очень сильно любят. Тебе помогают всегда? Да, помогают Заботятся? Угу. А как заботится о тебе твоя мама? Ты нам расскажешь? Она всегда мне помогает и заботится обо мне. А чем она тебе помогает? Ну, с математикой. Я хожу в Дом творчества, она мне помогает с математикой. А еще кто скажет, что такое семья? Семья – это мама, папа, я и братик. Мама и Папа, сестра и бабушка и дедушка. Когда за тобой ухаживают, заботятся. Это мама, папа, дедуля, бабуля, братик, сестра. Да? У тебя так много есть и братик, и сестра. И еще кот. Кот у тебя еще есть. А как его зовут? Мурзик. А вот что думают о семье дети старшего возраста. Савелия, скажи, пожалуйста, что такое семья? Семья – это где много счастья и радости. У тебя большая семья? Да. Да? Перечисли, пожалуйста, кто у тебя. Мама, папа, сестренка, брат и я. Сестренка, брат и я. Вас трое детишек, да? Семья – это коллектив близких людей. Это какие эмоции в семье? Ну, наша семья очень дружная, все помогают друг другу. Ну, а тебя как зовут? Меня зовут Камиль. Мама моя добрая и папа тоже. Папа сильный. Ребятки, а что такое семья для вас? Для меня семья – это мама, папа, бабушка и дедушка. И животное. Животное. А братишки, сестренки есть? Есть. И дети. Хорошо. А для тебя семья что такое? Это те люди, которые одной кровью. Как в мультике Маугли, да? Мы с тобой одной кровью. Хорошо. Скажи, а какие чувства у тебя вызывает твоя семья? Иногда грустная, иногда радостная. А почему бывает грустная? Потому что мне иногда кого-то жалко. А радостная? Радостная, когда мы гуляем все вместе, играем. Вот что думают о семье учащиеся 2 класса. Семья – это важно. Семья – это ценно. Это любовь, дружба и взаимопонимание. Все мы знаем, что наша любовь зарождается глубоко внутри нас, в наших сердцах. Но официальная регистрация отношений проходит в органах ЗАГСа. И сейчас мы с вами находимся в отделе ЗАГС города Канашан, где мы встретимся и побеседуем с начальником отдела Танзилей Мадиновной. Танзилей Мадиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже много лет работаете в этой сфере и являетесь как бы начальной точкой в создании семьи. Есть ли среди этих семей семьи, которые долго живут вместе? Да, таких пар очень много и в городе Канаш, и в Канашском районе. Ежегодно в стенах нашего дворца бракосочетания мы отмечаем юбилеи супружеских жизней. Например, в 2017 году только по имеющимся у нас списку 21 пара отметила золотую свадьбу. Это 50 лет совместной жизни. 24 пары отметили изумрудную свадьбу. Это 55 лет совместной жизни. Одна пара у нас отметила 65 лет совместной жизни. Это железная свадьба. Так что таких пар очень много. И да здравствует любовь. Согласна с вами.
Анзелия Мадиновна, скажите, пожалуйста, на своем личном опыте для наших телезрителей, что же является секретом долголетия семьи, как вы думаете? Что же может являться секретом долголетия? Я думаю, самое главное в каждой семье – это любовь. Любовь, взаимоуважение. И потом, а что такое любовь? Ведь в старину синонимом слова «любовь» было какое слово? Любить значит жалеть. Поэтому относиться друг к другу нужно бережно, с любовью, с теплом и добром. И вот тогда все будет в каждой семье просто отлично. А скажите, пожалуйста, что по поводу разводов? Можете ли привести какую-то статистику? Почему бывают? Какие случаи? Что можно сказать о разводах? Конечно, к сожалению, в последние годы количество разводов увеличилось. Я не буду приводить статистику прежних лет, так как она будет не совсем правильная, так как в 2016 году нас объединили с отделом ЗАГС Канашского района. Но приходят молодожены к нам, и с такими парами мы стараемся работать, объяснять. Ну, вообще, конечно, все это идет из семьи. Вот обратите внимание, что в основном в семьях, где родители прожили долгую, счастливую совместную жизнь, отметили юбилей совместной жизни, и дети стараются так же, да. Все идет от семьи, конечно. Очень хочется, чтобы было меньше разводов, и больше у нас бы молодые люди создавали семьи. Да. Это было бы действительно замечательно. А насколько важна официальная регистрация отношений? Может быть, это лично мое мнение, но я считаю, что это очень важно. Ведь семейное законодательство регулирует личные имущественные и неимущественные отношения между членами семьи, между супругами, между родителями и детьми и так далее. Дорогие телезрители, если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете обратиться к нам по номеру телефона, который вы видите на экране. И я думаю, что работники отдела ЗАГС всегда нам помогут в решении этих вопросов. Анзелия Мадиновна, можно мы будем сотрудничать с вами на протяжении всего нашего проекта? Да, конечно, мы всегда будем рады помочь, мы всегда рады помочь любой семье. Обращайтесь. Пользуясь случаем сегодня, хочется поздравить молодоженов, которые сегодня у нас в стенах нашего дворца бракосочетания регистрируют брак. Благодарю вас от лица всех наших телезрителей. Спасибо вам. Приходите. И раз уж мы попали в это волшебное место, образующее ячейки общества, мы взяли интервью этих счастливых пар. Хотела бы спросить у вас, долго ли вы шли к этому ответственному дню? Знакомы мы более 5 лет. И, конечно, долго было, очень думали, решались. Вот так вот решились, взаимосогласием, создали семью, создаем семью, можно сказать. И дальнейшие планы, конечно, очень долго жить дальше вместе, создать дружную, крепкую семью и так далее. Жить долго и счастливо. Долго и счастливо, да. Скажите, пожалуйста, чья же была инициатива? Взаимосогласие было и с Йоной, и с моей тоже, конечно. Ну, она, конечно, не так узнала то, что я сделал предложение. Вот так вот, как и всегда получается, внезапно и приятно, и красиво было. Вот. Ну, конечно, сразу ответила «да», так как тоже мечтала, я мечтал, конечно. Вот так вот и произошло. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста, для наших телезрителей. Александр. Ксения. Очень приятно. Во-первых, хочу поздравить вас с этим замечательным днем, с днем создания вашей семьи. И пожелать, конечно же, вам счастья, удачи, здоровья. Скажите, пожалуйста, а есть ли в вашей паре какие-нибудь микротрадиции, которые вы делаете, соблюдаете вместе? Ну, в нашей паре, наверное, это самое главное, уют в семье, и мы любим очень смотреть фильмы. У нас прям как бы Всегда смотрите? ну да, отведен день специальный, в котором мы просто смотрим фильмы Очень вдвоем. Да. Понятно. Вы планируете также соблюдать эту традицию в дальнейшем? Конечно, мы еще хотим, чтобы что-нибудь еще придумали, но может и придумаем. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, для наших телезрителей. Дмитрий. Кристина. Теперь вы Теперь мы семья. Да, поздравляю вас с этим и хотим вам пожелать счастья, радости, удачи, всего-всего самого наилучшего. Скажите, пожалуйста, какие эмоции вы сейчас испытываете?
Счастья, радости. Я Счастья вижу по вам, вашим глазам волнения. слезы радости на глазах. Как вы шли к этому шагу? Поделитесь, пожалуйста, Долго шли. немножечко. Долго шли. Конечно. Сколько лет вы 6 встречались? 6 лет. 6 лет встречались. Решили официально Да. создать семью. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Поздравляю вас. Теперь вы уже семья. Вы вместе. Желаю вам счастья на долгие годы. И мы со всеми нашими телезрителями желаем вам жить в гармонии, в любви, во взаимопонимании. Спасибо. 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 А сейчас, дорогие телезрители, на минуточку представьте и вспомните свой знаменательный день, день создания вашей семьи. Отбросьте все бытовые проблемы и вспомните ваши эмоции, ваши чувства, ощущения радости, любви, тепла, наполнявшие вас в этот день. Согласитесь, это прекрасно. И живите с этими чувствами и эмоциями всю вашу жизнь. Любите друг друга, дорогие мои. Все мы, создавая семью, рассчитываем, что это навсегда. Но жизнь показывает, что любовь не всегда является гарантией счастливой семейной жизни. И ответить на вопросы, касающиеся семейной жизни, нам поможет директор психологического центра «Азамат» Татьяна Ханатьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы, конечно, ответить на этот вопрос оптимистично, что однажды совершенный нами выбор – это уже гарантия того, что отношения будут длительными, счастливыми, но, к сожалению, это не всегда так. А бывает так, что пары, столкнувшись с первыми трудностями, предпочитают разойтись, не хотят развивать эти отношения, потому что им кажется, что выбор так велик, что есть перспективы другие. А как же укрепить семейные отношения в нашем современном мире? Люди склонны перекладывать ответственность не на себя, а на внешние обстоятельства. Мы часто слышим: «Не сложилось, значит, не судьба». А хорошие судьбы – это плод плодотворной, тщательной работы. Ну, вот, допустим, когда мы говорим о стабильности. Мгм. Та стабильность, которая была у наших поколений, у наших бабушек и дедушек. Но как можно говорить о стабильности сейчас, когда у нас вокруг нас сам мир нестабилен? Есть ли вот эта гарантия того, что будет какая-то стабильность в отношениях, конкретика определенная? Ведь женщины порой боятся просто уйти в быт и потерять вот эту вот ниточку. Да, действительно, это так. Наше время отличается от времени наших бабушек, наших мам. Оно нестабильно, реальность меняется. Но тут парадокс в том, что чем больше возрастает нестабильность в окружающем нас мире, тем больше возрастает наша потребность в том, что мы называем тылом. А тыл в семейных отношениях – это потребность оказывать друг другу заботу, внимание, любовь. Все то, что нам сегодня не может предоставить современное общество. И когда человек чувствует, что его отношения стабильны, что у него есть этот самый тыл, то он чувствует себя счастливым в этом браке. И все же остается вопросом, а какие же основные ингредиенты в этом рецепте счастливой жизни? В свое время были проведены международные исследования браков. В них приняли участие супружеские пары, которые состояли в семейных отношениях более 20 лет. И они все сошлись на одном мнении. Чтобы сохранить брак счастливым, нужно всего 3 компонента. Первое – это желание идти навстречу друг другу. Второе – это хорошее качество внутрисемейных отношений. И третье – это, конечно же, любовь и уважение друг к другу. Ну что, дорогие телезрители, сейчас вы видите, что для создания и поддержания счастливой семейной жизни нужно всего ничего. Это труд, это работа, желание и искренняя любовь.